Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась в Гагаузии перед выборами местные органы власти, которые должны пройти в начале ноября, и политической ситуации, как на нее смотрят люди, которые управляют местными сообществами, примариями, в частности, да, и об этом мы поговорим с примаром муниципия Чодерлунга Анатолием Афанасьевичем Тополом. Анатолий Афанасьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ну вот Гагаузия, и не только Гагаузия, вся страна постепенно входит вот в местные выборы. Подготовка уже началась. Мы видим, что очень многие заявили о своей готовности баллотироваться. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы спросить вас, будете ли вы баллотироваться, да, и чем эти выборы отличаются от предыдущих выборов, да, то есть других, которые были до этого? Ну, я уже заявил на телевидении официально, что я буду баллотироваться в качестве независимого кандидата примары. Мгм. Сегодня практически только начался избирательный период. Я, насколько понимаю, только где-то с 25 сентября откроется окружной совет первого уровня, где можно будет получать подписные листы, зарегистрироваться и, соответственно, заниматься проведением встреч с жителями и экономическими агентами. Ну, выборы, я думаю, что ничем не отличаются, кроме того, что это республиканские выборы. Для нас очень важно, что это будут выборы по кодексу о выборах Республики Молдова. И мы все примары, я в том числе надеюсь, что те изменения, которые были внесены в контексте того, какие мероприятия можно проводить, которые категорически запрещается проводить, плюс санкции, которые за тех конкурентов, которые будут проводить, если они действительно будут работать, данный закон, и все эти вещи будут пресекаться, что выборы прошли свободно, открыто, прозрачно, и чтобы люди выбирали примаров, советников действительно исходя из соревнований, их программ, предложений, а не обещаний, а просто реальных действий и поступков, которые они совершали, допустим, до начала предвыборной кампании. Хорошо, а почему для вас важно, что эти выборы будут проходить как по национальному кодексу, а не по местному? Ну, мы видим, мы читаем прессу, видим, что очень много было высказываний, в том числе лиц, которые отвечают непосредственно за соблюдение законодательства в области выбора. То, что происходило с их высказываний, это и прокурор, это и антикоррупционный прокурор, что были нарушения на выборах Башкана Гагаузии. Все это было, очень много было сказано, вплоть до возбуждения каких-то уголовных дел, но реальных санкций мы не увидели, и, к сожалению, очень переживаем, что вот это все перейдет и на местные выборы, и если контролирующие структуры не подключатся и не будут пресекать вот эти все неправомерные действия конкурентов, это подкуп избирателей, это выделение какой-то помощи финансовой или продукта питания, то мы не сможем обеспечить реально прозрачные демократические выборы и получим опять то, что мы не хотим. Ну, то есть если вы опасаетесь, значит, это все-таки как бы имело место, я правильно понимаю? Если об этом говорит прокурор Молдовы, об этом говорит прокурор Национальной прокуратуры, я думаю, что эти люди наделены таким правом, они имеют основания для этого говорить. Ну, просто некоторые могут сказать, что это политическое давление, провокация и так далее, знаете как. Ну, мы видели, что эти действия проходили в том числе на уровне Чодерлунги. Я никого за руку не ловил, потому что все думали, что примары эти вещи будут пресекать. Но, извините меня, это не входит в компетенцию примарии. В компетенцию примарии входит открытие, организация самого выборного процесса. А то, что связано с нарушениями, это все должны протоколировать, актировать или конкуренты прямые на выборах, это в нашем местном законе, или структуры необходимые. Допустим, на уровне выбора уже местных, если это будет затрагивать меня как кандидата примара на пост примара, то я буду реагировать, буду писать жалобы, мы будем все это актировать для того, чтобы, как я сказал, выборы прошли прозрачно и демократично. Ну, там говорят, что у вас уже образовалось большое количество конкурентов в Чодерлунге, как бы, да? Ну, это нормально, Михаил, когда есть конкуренция. Люди должны выбирать не из одного-двух кандидатов, а выбирать из множества. Но самое главное, чтобы это был действительно выбор программ, реальных действий, реально осуществимых, не просто фантазии на уровне космодрома или, я не знаю, там, полетов на Луну. То есть я очень хочу, чтобы люди имели, во-первых, право выбора, чтобы это было несколько кандидатов, чтобы это было такое соперничество реально здоровое, на уровне грязи, подкупа, реальных дел, действий, чтобы кандидаты приходили с программой своей к жителям, к экономическим агентам. Я себе построю лично программу, что я дойду до каждого жителя
до каждого домовладения, до каждого экономического агента. По-другому я не умею работать, в том числе также было на всех выборах, на которых я участвовал. Хорошо, а вот появился в Гагаузии новый политический игрок, Илон Шор, да, и его группа, его партия и так далее, да. Как это изменило политическую ситуацию в Гагаузии, с вашей точки зрения? Повлияло каким-то образом или нет? Ну, повлияло, потому что все примары, я уверен, что теперь в Гагаузии особенности думают как бы так, чтобы, если не повторилось то, что было на выборах Башкана в Гагаузии, где очень много было сказано о нарушениях, но де-факто никто из кандидатов Башкана не подал никакой жалобы. То есть об этом говорили все, говорил в том числе господин Узун, что вот были подкупы, но почему-то его обращения в том числе не было очень непонятно в жалоба непосредственно в ЦИК Молдовы или в суд. Узун Григорий вы имеете в виду, да? Узун Григорий? Григорий, да. Григорий, который был непосредственно кандидатом в Башкана от партии социалистов. Соответственно, не было жалоб. И с одной стороны, я понимаю, что контрольные структуры без жалоб, без жалоб поступления в суд рассматривать материалов нет. Вот я уверен, что все примары вот такая озабоченность, что это все не перешло плавно на местные выборы. Но здесь я уверен, что примары, которые участвуют в выборах, будут реагировать на те нарушения, которые будут иметь место. Мы лично, все это наша команда, будем актировать и подавать соответствующие жалобы в инстанции, которые должны их рассмотреть. Если нет, будем идти дальше, вплоть до обращения в судебную инстанцию, для того, чтобы выборы прошли, как я сказал, правильно и по закону. Это самое главное сегодня, наверное, опасение каждого примара, чтобы выборы прошли по закону, а не потому что придут и назначат примара в Чадурунгу или другой населенный пункт. Вот мы придем, вам назначим, вы его изберете. Это как вы сейчас делаете аллюзию по поводу выборов в Башкана, я правильно понимаю, или нет? Я говорю по поводу иллюзии, не по поводу примера, как в Чадурунге сегодня говорят. Подождите до 5 октября, мы придем, вам назначим примара, и вы его выберете. Прямо так и говорят, в смысле ваши конкуренты, да? Ну, люди задают вопрос, а кто кандидат от команды Илона Шора? Подождите до 5 октября, 5 октября мы вам его назначим. То есть, я так понимаю, что риск того, что он попытается, или команда Шора попытается повторить то же самое, что было на выборах Башкана, то есть взять никому неизвестного человека и протащить его во власть, это он существует, я правильно понимаю? Существует, мы видим, и сбор подписей, так называемые, в течение 3-4 лет 50 миллионов, которые город якобы получит, если проголосуют за кандидата от Илона Шора, который не называется вообще фамилия, абсолютно даже на слуху никакой фамилии нет, и собираются подписи или данные, номера телефонов, это все у нас имело место, я об этом говорил, к сожалению, это уже нарушение, на которое должны контролирующие структуры обязательно отреагировать, но я не знаю, я, честно говоря, не понимаю, почему на сегодняшний день никаких действий по отношению к этим лицам не принимается со стороны полиции, других структур, которые должны, согласно уже кодекса избирательной республики Молдова, реагировать. Есть статья, в том числе уголовная, которая должна эти вещи пресекать. Я так понимаю, сбор личных данных — это уже грубое нарушение. Есть закон, который не позволяет и приходить к человеку, просить под видом того, что мы построим тебе после выборов дорогу на твоей улице, поставь здесь подписи и личные данные. Ну, наверное, это все-таки, если кто-то хочет строить, мы строим дороги, в данный момент у нас очень много проектов, но мы не приходим, не собираем подписи у жителей, они согласны, не согласны о том, что, да, мы их приглашаем, собираем для того, чтобы разъяснить, что будем строить, что будут какие-то неудобства по проезду, по мусору, то есть, но не в контексте поставьте подпись, что мы вам построили дорогу. Хорошо, в контексте, в связи с этим два вопроса. Первый, если они не называют кандидата до сих пор, соответственно, у них нет кандидата, я правильно понимаю? Или не могут найти, почему? Ну, официально, по крайней мере, еще ни один житель или не житель, или приезжий какой-то еще не заявлял о том, что он будет официально баллотироваться от или партии «Шанс», так она называется, или от «Шанс», партии «Возрождение», там разные партии, да. Ну, мы понимаем, что партия «Возрождение» — это как дочерний филиал, мы понимаем это, то есть у них офисы есть, они открыто работают, абсолютно ничего против этого не имею, это нормально, что политические партии участвуют у нас и партия социалистов офис есть, что они участвуют в местных выборах, но кандидатов официально, ну, может, они держат это их право, кстати, держать до момента, когда начнется избирательный непосредственно период, соответственно, но сегодня просто эти команды ходят, собирают подписи, за якобы которые получим 50 миллионов, но не называя кандидата своего. Да, но,
Анатолий Иванович, я, конечно, понимаю, безусловно, у них есть право с точки зрения закона, знаете, но мы оказываемся в такой абсурдной ситуации немножко, когда на важные должности, даже должность примара, толкают людей, которые никому не известно. Насколько нормально, чтобы примаром избирался и имел большие шансы человек, который вообще неизвестен никому, не имеет никакого профиля, никакого опыта. Это же как бы, с вашей точки зрения, это не совсем как бы абсурд? Ну, Михаил, у нас это местные выборы, все-таки примар это лицо, которое постоянно на виду, которое на виду 24 часа в сутки у жителей. Он же проживает в населенном пункте, и его работу можно оценить, исходя из тех действий, что он работал. Соответственно, выбирая примар, люди выбирают за человека, который он будет для них досягаемый, который не будет где-то жить в Кишиневе, там, я не знаю, в Камрате, будет жить в том населенном пункте, откуда он избрался. И я уверен, что я сейчас говорю про Чедрунгу, мудрые жители, даже если они им предложат деньги, они их возьмут, но проголосуют за того кандидата, который действительно им по душе, который действительно достоин быть примаром, исходя из его действий, поступках, которые он совершил в это время. Но если это будет другой выбор, то его надо будет принимать и идти с ним вперед, в том числе, если, как вы говорите, это будет случайный человек или посторонний человек. Ну, те изменения, которые были внесены в избирательный кодекс, что по поводу за 3 месяца прописки, наверное, это в какой-то мере ограждает, в том числе, населенные пункты от таких, условно говоря, проходимцев, которого можно привести из энного населенного пункта, прописать в Чедурунге и сказать, вот мы его назначаем вам примаром. Избирайте его, потому что по дню мы дадим вам 50 миллионов в течение 3 лет. А у нас на сегодняшний день только по выигранным проектам уже есть 52 миллиона лей, которые мы начинаем реализовать. Ну хорошо, а как, кстати, быть с вот этим, да, то есть когда дают нереальные обещания и такие раздутые цифры, насколько это вообще реализуемо? То есть, с одной стороны, да, вы предлагаете устойчивую модель, не только вы примары, устойчивую модель, есть партнеры, есть государственный бюджет, есть бюджет автономии, тут понятно, откуда идут деньги. И тут приходит какая-то группа, говорит, мы вложим 50 миллионов лей. И, окей, откуда? И не пытаются, даже не ищут... даже не считают необходимым как бы подтверждать, откуда эти деньги и так далее. Как вы вообще видите это? Ну, во-первых, я возвращаюсь, а где закон? А где правоохранительные органы, которые должны эти вещи пресекать? Это во-первых. Теперь второе. Давайте скажем откровенно, это всегда было на выборах. Не обещали 50 миллионов, раздавали картошку, продукты питания, деньги. Эта порочная практика уже тянется с хвостиком, наверное, с момента, как у нас образовалась Республика Молдова. Единственное, сейчас это вышло на более высокий уровень. У нас уже обещают миллионы, у нас уже строят дороги на миллионы леев. То есть это совсем другие. Значит, соответственно, у этих групп и цели более масштабные. Для них уровень там примара города, села, Башкана все-таки это какой-то трамплин для того, чтобы дальше взять власть в Республике Молдова. Это уровень президента, парламента. И для них это как трамплин. И на кону уже совсем другие обещания, совсем другие финансовые возможности каких-то групп олигархических, потому что мы ведь понимаем, Молдова это маленькая страна, и получить власть у нас в Молдове не очень-то и сложно. Достаточно иметь там несколько миллиардов, и можно условно купить всю Молдову. Но все-таки надеюсь, что местные выборы, это выборы чиновников местного масштаба, завхозов, которые будут работать здесь, на месте. И 50 миллионов, они ведь не решат проблему сегодня Чедурунги. Ну, построим мы еще 10 километров дорог из 80, которые надо построить. Но это не решит проблему безработицы, развития экономики. Оно же не решит проблему открытия рабочих мест для молодежи. Ну, построим мы Архиленд, это хорошо, но у людей финансов нет. Люди ждут зиму с большим таким страхом, какая цена будет на газ. Что сделать власти центральные для того, чтобы цена была ниже. Уже заявляют, что компенсации будут намного меньше. Это все, вот это сейчас волнует. А 5 ноября это людей будет волновать больше, чем дорога, Архиленд, там, Гагаузленд, космос. Их будет волновать, как я переживу зиму. Даже те люди, которые подписываются за какую-то дорогу, я уверен, что у них на первом месте перезимовать. Ну, ответ Шора есть, как бы бесплатный газ. Ну, бесплатный газ мы ждем уже несколько месяцев, но, к сожалению, бесплатного газа нет и не будет. Я в этом уверен на 100%. Да, сейчас для 5 районов стоимость газа ниже, она стала 11,80, если я ошибаюсь. Но это районы абсолютно не находятся в подчинении, там, условном подчинении людей, которые работают вместе с Силаншором. Это совсем другие районы. Это просто так
конъюнктура газа образовалась, что в этих 5, там, Чемишлийский, Кончерский районы, оператор. Ну, Роталингаз, которых обслуживают, да, насколько я понимаю. Вы про это. То есть это скорее исключение, поэтому мы понимаем, что абсолютно невозможно сделать газ. Да, газ не сделать, но можно увеличить компенсации. В прошлом году были компенсации. Они были для определенных групп очень существенные. В этом году вот министр труда и социальной защиты заявляет, что компенсация будет ниже. Я так понимаю, значит, газ стоит будет ниже. Если это будет на уровне 10 леев, это еще более-менее. Но пока предпосылка к тому, что газ... А это все на руку играет вот такого рода проходимцам, которые приходят и пытаются просто нас оптом скупить. Пользуются на том, что государство не может обеспечить нормальное существование нашим пенсионерам и дать работу молодежи. Анатолий Афанасьевич, вот еще такой вопрос. Вот вы как примар, видите ли вы риск того, что по мере укрепления ила нашора в Гагаузии автономия начнет терять национальную и международную поддержку, к которой мы все привыкли, да, особенно к международной в Гагаузии? Что я думаю, оно не важно, но мы видели по принятию присяги башканам отсутствие дипломатического корпуса. Это показатель того, что уже есть какие-то проблемы и во взаимоотношениях руководства Гагаузии с нашими партнерами, и Российской Федерации, Турция, европейские страны, Азербайджан. Это наши партнеры, которые реализовали очень множество проектов на территории Гагаузии, и отсутствие их на принятие присяги, у нас была годовщина образования Гагаузской республики, это нехороший посыл в целом, как для руководства Гагаузии, так и для примаровского корпуса, ну и в том числе жителей. Если даже люди, допустим, пожилого возраста эти вещи не понимают, то мы, примары и чиновники, которые избраны жителями, эти вещи очень четко понимаем. Что это все четко очень скажется. Сигнал, связанный с налогами на недвижимость, а добавленную стоимость, это очень серьезный сигнал. Это, наверное, крах того, что было эти годы. Это садики платные, питание в школах убираем, уличный свет, оплата бюджета убираем, капвложение убираем, фонд возмещения контрибуций. Самый важный фонд, который позволяет примарам стимулировать их привлечение внебюджетных средств. Это 22 миллиона только за 2022 год у нас привлечено. И плюс фонд возмещения позволяет нам контрибуцию покрывать за счет бюджета. Эти все вещи, 160 миллионов, это все закроет. Это все скажется буквально на каждом жителе. Не на примаре, а именно на жителе, который не получит компенсацию. Если не получит примария, то, допустим, у нас очень много социальных программ, нам придется их просто сокращать. Это очень скажется, поэтому мы это должны четко понимать и работать, конечно, в рамках только закона. Безусловно. Хорошо, а вот, ну вот, кстати, это важно, что вы сказали. 160 миллионов это минус, и это 50% практически наших собственных доходов. Да, 50%, согласен. Ну, зато будет Гагаузленд, вот в Кангазе выделили землю под это, видите, как бы. Ну, давайте скажем, что на сегодняшний день, если начнут сокращать, то будут сокращать не чиновничий аппарат, количество членов исполкома, количество управления, а будут сокращать программы социальные. Потому что ни один чиновник никогда не будет сокращать свои льготы, свои привилегии, а будут сокращать социальные программы, помощь местным органам, дотации, которые мы получаем с бюджета, капвложения. И так они у нас с 5 миллионов остались на уровне 900 тысяч за эти 5 лет. Поэтому, честно скажу, что на сегодняшний день мы не сильно-то рассчитываем на какие-то поступления из бюджета Гагаузии. Для нас очень важен фонд возмещения контрибуций. В этом году вот мы получили, спасибо Народному собранию, 5,6 миллиона леев, где мы будем строить эту производственную площадку. Это реально 500 рабочих мест. Это то, о чем мы должны говорить. Не о Гагаузленде, а о космосе, а о рабочих местах. Вот здесь Народное собрание нас поддержало. Правительство выделяет 22,5 миллиона леев. Это такие проекты нужны каждому населенному пункту. Об этом мы должны говорить. Анатолий Афанасьевич, вот есть ли риск того, или может ли Шора использовать Гагаузию в конфронтации с Кишиневым? Видите ли вы этот риск? А мы это уже видим. Что значит может? Мы можем уже взять НДС, однозначно это связано с тем, что у нас произошло на выборы Башкана. Как бы ни открещивались они, мы понимаем, что это ответная реакция на эти вещи. Думаю, что отсутствие послов это тоже реакция на
результат выбора Башкана. Это все читаемое, прогнозируемое, и не знаю, вот эта вся цепочка, которая идет, она, возможно, приведет к тому, что мы будем культурной автономией. Хорошо, вот это вот отсутствие международной помощи ударит по Гагаузии, как вы думаете, лишит ее перспектив развития? Конечно, ударит. Мы видим в цифрах отчетов, и я вижу по тому, сколько проектов даже на уровне нашего города реализовывается, это будет очень серьезный урон. И я всегда говорю, если при мэрии в бюджете нету средств на развитие, то надо закрывать примарию, отправлять всех за свой счет. Потому что просто сидеть, получать зарплату и не реализовывать ни одного проекта в течение, допустим, года, тогда зачем нужны примарии? Ну хорошо, вот, наверное, последний вопрос. Вот видите, Шор выбрал такую модель, ну, во всяком случае, я это читаю, да, то есть, как бы, ну, бог с ним, там не будет международных партнеров, не будет денег правительства, Шор это все компенсирует, как бы, насколько это вообще реалистично, чтобы вот эта вот группа, ну, которая признана организованной преступной группой, возместит вот эту международную помощь и помощь правительства, 160 миллионов вы сказали, это реалистично вообще или нет? Ну, давайте скажем так, я беру по муниципалитету Чадрунга. Обещает в течение 3-4 лет 50 миллионов. 50 миллионов это 10 километров дорог. Да, это очень важно, 10 километров дорог за 4 года это очень важно. Но мы в год строим 7 километров. То есть, соответственно, за 4 года мы построим 28 километров дорог, но не 10. Без денег Шора? Без денег Шора. Да, мы и так в год строим 5-7 километров. Без денег Шора. То есть, эти 50 миллионов проблему Чадрунги не решат абсолютно. Не решат, потому что я на цифрах эти моменты все привожу, а я так понимаю, что вопрос с проектом, он очень перспективный. Поэтому у нас группа уже работает четвером, у нас каждый день практически подаем какую-то заявку. Экологический фонд, связано с экологией, с мусором, с благоустройством. Я сейчас говорю про дороги 7 километров. Кроме этого у нас по паркам только проектов на 5 миллионов лет. То есть, если суммировать, допускаем условно, что мы эти 50 миллионов будем получать порционно по 12 миллионов от Шора в год, они нас никуда не поведут. То есть вы уже реализуете гораздо больше, чем он вам обещает? И у нас есть на сегодняшний день, мы только вот сейчас 23-24, у нас уже есть на 52 миллиона проектов. То есть, да, это хорошо, если придет какая-то благотворительная организация, какие-то проекты будут реализовать, но я бы не хотел утверждать, что это будет таким прорывным действием для Чадрунги. Я сейчас говорю, тем более для маленького населенного пункта, где пришли, построили там одну дорогу. И это это для населения, для сел, дорога в твердом варианте, это ноу-хау. Для Чадрунги дорога в твердом варианте, это не ноу-хау. Всего для нас ноу-хау это фабрика, вторая фабрика. Это у нас 5 заводов, которые работали в Чадрунге. Вот это для нас ноу-хау. Когда мы не вернем, а остановим отток. Вот если бы это у него было в программе, что мы в течение 3 лет остановим и построим по каждой фабрике там в городах, крупных населенных пунктах, в Кангазе нужна еще одна фабрика. Условно я сейчас. Вот это было бы реальными действиями. А сегодня это очень не похоже предвыборная агитация, которая дешевый пиар, который используется для того, чтобы получить в Гагаузии трамплин и через год идти на президентские выборы и, соответственно, потом на парламентские. Ну хорошо, то есть, если суммировать, получается, что обещание это ничего нового, вы уже как бы вкладываете эти деньги как примар, и плюс, если Шор закрепляется, Гагаузия, в частности, примария теряет международную поддержку, которая очень важна. И в том числе конфронтация с центром, с Кишиневым. Это самое страшное. Господин примар... Видим, что происходит на Украине, и конфронтация это то, чего, наверное, каждый даже пожилой житель боится, потому что конфронтация это очередной, это тоже спад, это никакого развития, движение вперед. Анатолий Афанасьевич, благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще. Хорошего вечера. Хорошего вечера. До свидания.